Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как из-за телефона вспыхнула квартира на улице Фрунзе. Я считаю, только из-за проводки. У нас тоже может произойти этот пожар из-за проводки. Эвакуировался весь подъезд. В Зеленодольске из горящего магазина спасли охранницу. Голову, придержите, голову! Свидетели рассказали, как трое мужчин избивали посетителя ресторана, вступившегося за официанта. То, что происходит на улице, как бы мы за это не отвечаем. И почему приехавшая охрана не прекратила драку? Это и не только. Прямо сейчас. В Казани, предположительно, из-за взорвавшегося телефона сгорела квартира. Пожар произошел в Кировском районе на улице Фрунзе. На 9-м этаже горела одна из комнат квартиры на площади 20 квадратных метров. Пострадал 30-летний хозяин квартиры. Подробности расскажет Сергей Хайдаров. Я услышал, что-то сиренка, что-то звучало. Думаю, может, ерунда какая-то по телеку. А потом запах почувствовал и вышел. Александр Орловский живет в доме номер 19 по улице Фрунзе. Проснулся от криков спасателей и понял, что над его квартирой пожар. Говорит, произошло все моментально. Единственное, что успел взять с собой, любимое домашнее животное. Следом за ним покинули здание почти все жильцы, которые в этот момент были дома. Я считаю, только из-за проводки. У нас тоже может произойти этот пожар из-за проводки. Задымление было в подъезде. Пламя я не видел. Дым с 9-го этажа, да, шел большой. Запах услышали, в коридор вышли, там вообще дышать невозможно было. Загорелась кровать в одной из квартир на 9-м этаже. Огнеборцы прибыли за считанные минуты и также быстро справились с огнем. Но в квартире уже практически ничего не уцелело. Я только приехала, когда уже пожар начался. А дома кто был? Супруг. Супругом сам-то все в порядке с ним? Да, обжегся только. Он получил ожог лица и кисти правой руки. Комментировать на камеру ничего не стал, но без объектива рассказал, что загорелась кровать, вероятнее всего, из-за взорвавшегося телефона. Он поставил его на зарядку и пошел на кухню. Там и услышал хлопок, а когда пришел на звук, комната уже была охвачена огнем. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Игорь Романов. Вызов 112. Женщину-охранницу магазина фиксированных цен сегодня утром пожарные спасли из огня. Около 8 часов утра поступило сообщение о пожаре в павильоне магазина в Зеленодольске. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения вскрыли запертую дверь, проникли в помещение и внутри обнаружили сотрудницу охраны. Женщину тут же вынесли из помещения и передали для осмотра медикам. Голову, придержите, голову! С отравлением продуктами горения она доставлена в больницу. С горящими в магазине потолочными перекрытиями на площади в 60 квадратных метров пожарные справились за 20 минут. Причина пожара сейчас устанавливается. Первая авария на второй день водительского стажа. Автоледи, управлявшая новеньким Рено Сандеро, предположительно проехала перекресток на красный сигнал светофора и стала причиной столкновения 3 машин. Удар был такой силой, что автомобиль развернуло на 180 градусов. Есть ли пострадавшие, знает Ленар Гинатуллин. Ехал и приехал. А вы откуда двигались хотя бы? Оттуда. Водитель Subaru двигался по улице Большая Крыловка. На перекрестке, говорит, дождался разрешающего сигнала светофора и начал поворачивать налево. Но завершить маневр ему не удалось. Навстречу вылетела автоледи на белом Рено. Девушка, уверяет, проезжала перекресток на красный сигнал светофора и протаранила японскую иномарку. Пассажир Рено как мог защищал ее от вопросов. Вы кто? Журналист. 112. Журналистами. Без комментариев. Вы на красный ехали, да? Или нет? Давай не провоцируйте нас. Я не провоцирую, я просто хочу Разговаривай, все. Одним ударом в Subaru тут не обошлось. Уже в столкнувшиеся машины въехала Kia. Водитель говорит, им повезло. В ДТП могли принять участие и другие автомобили. Я третья машина, одна успела проскочить, вот мы уже не успели. И все, она приехала. Виновников в этом столкновении 3 машин теперь будут искать автоинспекторы. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов. Вызов 112. Авария по принципу домино произошла в вечерний час пик на Щербаковском переулке. По предварительной версии, женщина-водитель Форда Куга снесла Рено Логан, которая откинула на Рено Каптюр. Без помощи медиков не обошлось. Госпитализация потребовалась пассажирке одной из иномарок. Все подробности у Айгуль Батрудиновой. Увезли там. Кого увезли?
2 женщины. По данным госавтоинспекции, помощь медиков понадобилась одной женщине, 56-летней пассажирке Рено Логан. В больнице у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Прибывшие же на место сотрудники ГИБДД поспешили убрать машины из Щербаковского переулка на соседнюю улицу, чтобы разгрузить и без того плотное движение. Всего в аварии участвовали 3 машины – Форд Фуга и 2 Рено. Один Логан, второй Каптюр. Водитель последний восстановил хронологию событий. Я стоял первый, меня вот это вот Логан, а ей в задницу Форд. А из-за чего остановились? Там пробка была, что ли? Ну вот дорога-то вот этот, поворот направо идет. Впереди идущая машина остановилась, поворот направо поворачивает, я остановился. То есть не резко остановились? Нормально? Нет. Позднее мужчина объяснил, что авария произошла в момент, когда все 3 автомобиля только начали трогаться. А как-то объяснил водитель Форда, почему он так не сориентировался? Она говорит, все тронулись, я тронулся. Ну, у меня на автомате, на резко на газ нажал. И такой сильный удар получился? И пошел. Скорее всего, вся вина за произошедшее ляжет на плечи 41-летней женщины, водителя Форда. Причина – в несоблюдении дистанции. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Массовую проверку водителей казанских автобусов затеяла госавтоинспекция города. Сотрудники ведомства проверили автобусы, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Цель проверки – выявление технической неисправности транспорта и соблюдение водителям правил перевозки пассажиров. Также проверили наличие необходимых документов у водителей. Нарушения выявили у 20 автобусов. Большинство нарушений – это несерьезные технические неисправности автобусов. Также сегодня один автобус за неисправность тормозной системы был помещен на специализированную стоянку. Сегодня в Новосавиновском районном суде Казани допросили свидетелей по делу 3 молодых людей, избивших посетителя ресторана, в котором сами и отдыхали. Мужчина вступился за сотрудника заведения, с которым у компании возник конфликт. Персонал ресторана вызвал охрану, но прибывшие на место бойцы частного охранного предприятия останавливать драку не стали. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью. Ленар Гинатуллин узнал подробности и спросил, почему охранники не прекратили избиение. Ты ведь умом со мной так разговаривал, а сейчас ты позоришь и отсос. Что ли? Мама одного из подсудимых еще до начала заседания не может сдержать эмоции. Обвиняет во всем происходящем одного из свидетелей. Просит не наговаривать на ее сына. Он признает свою вину и уже давно извинился за произошедшее перед потерпевшим. На скамье подсудимых 3 мужчин. 13 июля они отдыхали в одном из ресторанов города. Ближе к закрытию между отдыхающими и сотрудником заведения возник словесный конфликт. Потерпевший сидел за соседним столиком, не выдержал и сделал замечание неспокойной компании, на что получил грубый ответ, после чего завязалась драка, вся компания с кулаками накинулась на потерпевшего. Уголовное дело в отношении 3 фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему Мингалееву. Данные граждане нанесли тяжкие телесные повреждения потерпевшему путем нанесения многочисленных ударов по различным частям тела. Почувствовав неладное, персонал ресторана вызвал сотрудников частного охранного предприятия. Но пока они ехали, конфликт перебрался на улицу, и чоповцы даже не стали принимать в нем участие. Мы охраняем именно кафе, отвечаем за то, что внутри. А то, что происходит на улице, мы за это не отвечаем. Санкциями 111 статьи Уголовного кодекса, по которой обвиняются подсудимые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сегодня суд выслушал позицию свидетелей, посетивших заседание, но явились в суд не все, кто видел избиение, поэтому было принято решение объявить перерыв до того момента, когда дать показания смогут все свидетели. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.